наши уважаемые слушатели, зрители! Мы продолжаем наш подкаст «Жизнь без границ». И сегодня у нас в гостях пользователь нашей библиотеки, активная творческая личность Екатерина Федотова. Екатерина, здравствуй! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, слушатели и сотрудники нашей спецбиблиотеки. О, какое замечательное приветствие! Катерина, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Вот как ты чувствуешь окружающий тебя мир? Кто тебе помогает в быту? Как ты справляешься со всеми трудностями? Расскажи нам о себе. Чувствую я... В общем, справляться я нормально справляюсь. В быту уже привыкла за столько лет жизни своей. Ориентироваться в плане каких-то восприятий зрительных мне во многом помогают. Где-то близкие подскажут что-то, где-то фантазия включается. Вот как-то так. Что еще о себе? Катюш, вот где ты родилась, выросла, получила образование? Немного вот об этом расскажи нам. Родилась я в городе Целиноград, на тот момент это был Целиноград. Потом мне, так сложилась жизнь, что мне нужно было переехать сюда, в Караганду, для того, чтобы учиться в интернате для незрячих детей. Закончила я здешний интернат для детей с нарушением зрения. Затем я стала заниматься творчеством. В принципе, творчеством я занималась постоянно. И учась в интернате, принимала участие в различных кружковых занятиях. Это драматический кружок, это музыкальное, в смысле пение. Стихи начала писать с некоторых пор. Как-то это мне помогает лучше раскрыть себя, выразить свои какие-то эмоции, переживания, чувства. Именно в стихах мне это проще все сделается. В окружающем нас мире столько всегда интересного, захватывающего, нового. Вот расскажи о своих хобби и увлечениях. Чем вот ты занимаешься сейчас, в настоящее время? Чем увлекаешься? Вот твое основное, может, какое-то хобби ты выделяешь для себя? Основное хобби вообще для меня это творчество, потому что творчество, оно вообще безгранично, оно многогранно, в нем есть очень много всяких интересных таких моментов, на которые стоит и нужно обращать внимание. Основное мое занятие – это пишу стихи, как я уже выше сказала, это мне помогает проявить себя. И также я участвую в различных кружках наших, театральных постановках, пою так, как могу, так пою. Вот. Катюш, хочу тебе задать такой вопрос. Важно ли для тебя уединение, когда ты находишься, наедине, скажем так, с самим собой? Да, это для меня важно, мне необходимо. Это я, конечно, человек такой, вращаюсь среди людей, общаюсь с людьми, не чуждаюсь общества, но в то же время мне необходимо время от времени уединяться, быть самой собой, делать то, что хочу, как хочу и сколько хочу. А что, может, такого запоминающегося произошло в твоей жизни вот за последнее время, что наложило, скажем, такой вот отпечаток? В моей жизни произошло такое интересное событие. В конце 2023 года одна замечательная женщина, Ирина Деева, она проживает в Акмолинской области, организовала творческий клуб в кругу друзей, в котором есть люди, которые когда-то закончили наш интернат. Они сейчас разбросаны по всему свету. Люди живут в Германии, в России, в Турции и в Казахстане. Она организовала такой творческий клуб, и мы там проводили такие различные небольшие конкурсы в написании стихов, и все вот это вот развивалось. И вот не так давно выпустили альманах,
в котором есть стихи наших всех творческих людей, и в том числе и мои стихи там тоже есть. Скоро я его уже получу, у меня будет на руках несколько экземпляров. Это очень такое интересное, важное событие, потому что вот год мы писали, год мы творили, и вот это получается как годовой отчет проделанных наших Да, работ. действительно, такая огромная творческая работа была проделана. И вот сейчас этот будет выпуск, ты, наверное, его ждешь с нетерпением. Да, жду, потом будет презентация, потом Ага. тоже съездим, посмотрим, как там все это пройдет. А, Катерин, чему ты мечтаешь научиться? Научиться. Да. Вот кто-то, допустим, хочет научиться танцевать, кто-то какими-то видами спорта занимается. А вот у тебя какая-то есть мечта, чему бы ты вот хотела научиться здесь и сейчас? Я пробовала себя в шоу-даун. Да, Это, шоу-даун. Напоминаю, шоу-даун — это у нас теннис для незрячих людей. Многие наши пользователи нашей библиотеки участвуют в этом виде спорта. Участвуют очень активно, занимают места. Да. Я, конечно, не доросла до таких высот, я пробовала. Но это интересно, увлекательно, но не то, что мне бы хотелось, не то, чем бы мне хотелось заниматься постоянно. Вот я даже не знаю, танцевать я немножко как-то, не знаю, может быть, когда-нибудь. Да, надо к этому прийти, да? Да, надо решиться на этот шаг Ну да. для танцев. Мгм. Катерина, я знаю, что ты много читаешь. Вот. И скажи, вот если бы из всех книг тебе сказали, выбери только одну и посоветуй ее, грубо говоря, нашим пользователям нашей библиотеки, тем людям, которые хотят и много тоже читают, вот какую бы ты книгу оставила, хотя бы одну, скажем так, и посоветовала прочитать ее остальным людям? Да, вопрос, конечно, интересный. Я много думала на эту тему. И вот что-то мне такое вот сказать, что вот конкретно «Войну и мир», но не все ее прочитают. Ну вот конкретно вот та книга, которая нравится тебе, по душе пришлась тебе, вот немножко расскажи об этом. Сейчас надо сообразить. Мне нравится... Ой, я даже не знаю, мне много всего нравится. Ну хорошо, давай не одна книга, а вот о книгах, которые запомнились, оставили отпечаток в твоей душе. Какие бы книги ты порекомендовала? Если говорить о легкочтиве, то, такое вот интересное, есть такая писательница Анастасия Туманова, она, как ее назвали, королева исторических романов. Королева, не знаю, королева нет ли, но во всяком случае пишет она очень интересно. Стоит, я думаю, уделить некоторое внимание ее книгам. Затем, сейчас я читаю Тамара Лисицкая, «Тихий центр», по-моему, называется роман. Ну и в каждом жанре есть что-то. Кому-то, может быть, нравится Александра Маринина там, или Дашкова. Мне... Ну да, каждый выделяет книги определенно, да, вот Сказать конкретно для что себя. Да, что вот это мне как-то вот мне нравится, но я не могу сказать, что вот эту книгу я прочитаю по 5-10 разу. Да, и что раз она понравилась тебе, что она запомнится кому-то другому. У каждого разные вкусы. Да, все верно. Об этом не спорят, конечно же. Катерина, вот ты же у нас пишешь стихи. А правда ли, что нужно войти в особое эмоциональное состояние для того, чтобы начать писать стихи? Я не знаю насчет войти, оно приходит ко мне, например, само по себе, вот это особое Вдохновление, да, вот это? Да, оно приходит в самый такой, бывает очень неожиданный момент, едешь в машине, едешь в каком-то транспорте, и может, какая-то строчка засесть в голову, просто фраза, кем-то услышанная, кем-то оброненная случайно. И она может не давать покоя некоторое время, потом, я рассказываю, как это у меня происходит. Да.
она не дает мне какое-то время, не дает покоя, я начинаю об этом думать, как бы ее в стихотворениях применить, в стихотворении, и начинаю, так сказать, ее примерять к стихотворению или стихотворение к ней примерять, то есть давать ей какое-то обличие, какой-то костюм, платье, что-то в этом роде. И получается потом стихотворение. Вот. Это одно из... Ну, бывает, конечно, какое-то серьезное переживание, какое-то событие, случившееся в моей жизни. Ну, будь то что-то драматическое или что-то такое юмористическое, еще какое-то. Вот. Ну, хруст под ногами, хруст снега, например, тоже может вдохновить на что-то. Приходят всякие мысли и записываешь. А вот в своих стихах ты не боишься вот этих откровений? Ты можешь выражать свои чувства открыто, да, вот в своих стихотворениях? Или же ты как-то сдерживаешь вот эти вот эмоции? Ну, вообще-то я не боюсь, конечно. Вопрос только в том, кому и что я могу дать прочитать или... А вот какие темы для тебя особенно близки? Особенно близки в твоем творчестве? Ну, наверное, любовь, пейзажная лирика. Пишу о родине, но что-то вот давно не писала стихотворение о родине, но вообще мне это близко тоже. Тема Родины, да? Да. Стихотворение о политике вообще как-то не пишется. Катерин, когда и при каких обстоятельствах ты написала свое первое стихотворение? Быть может, ты это вспомнишь? Ой, первое стихотворение, оно у меня было... Как оно зарождалось? Я вот самое-самое первое, я сейчас уже даже ни строчки не вспомню, потому что в подростковом возрасте, лет 13-14, пыталась писать стихи, ну такие простенькие, там, ты ушел, меня не нашел, ко мне не пришел, ну вот такие вот. Ну уже это проявлялось в то время. Уже, да, но как-то, а потом в какой-то момент я писала с девочками, делилась со своими там знакомыми. Ну и, в общем, одна хорошая знакомая, так сказать, она говорит: ой, Катя, если ты будешь так писать всегда, у тебя никогда не будет ни читателей, ни поклонников. А подростку многого порой и не надо, но как-то я в какой-то момент вообще перестала писать стихи. Отложились, да, вот эти сказанные слова? Отложились, они отложили свой отпечаток, да, и на какое-то время я вообще выпала из писания стихов. Я читала стихи, конечно, но писать нет. А потом в один прекрасный день меня пригласили на день рождения, и я купила открытку. Говорю: прочитайте по желанию, что там написано. Мне читают, я думаю, интересно, я смогу написать? А лучше напишу или хуже, или хотя бы так же? Я смогла, написала, но сейчас я не помню ни одной строчки из того пожелания, но знаю, что подруге понравилось, и ее это, ну, в общем, и с тех пор я стала уже... Здесь получила ты, получается, одобрение, да? Да, я получила одобрение, она удивилась, все удивились, я же за столом сидела, читала, озвучивала, вот. Лариса, поздравляю тебя с днем рождения, и стихотворение я читаю. Все так удивились, так, ну, видно, что удивились в приятном смысле этого слова. И потом так вот я стала писать, потом уже все, уже не остановить локомотив. Уже и о любви там, ну, всякие такие переживания, они вдохновляли на написание стихов. А вот какой бы ты совет дала тем, кто вот только планирует начать писать стихи? Ну, я дам совет, что стесняться того, что есть желание написать стихи, не нужно. Нужно пробовать, писать, и если есть уже проба пера, то нужно продолжать. Больше читать литературы, больше читать поэтов, потому что чтение поэтов дает пищу для написания. Для ума, как говорится. Да, пища для ума. Пища для ума. Да. И это все тоже вдохновляет, потому что там могут какие-то строчки проскочить, которые могут зацепить, и начинаешь писать потом. В общем, не бояться писать, не бояться себя реализовывать, потому что любая реализация творческая – это здорово, это обогащает человека. Да, во всех ее проявлениях. Катерин, а каким своим главным достижением ты гордишься? Главным достижением.
Так. Ну, опять же, вернусь в 2024 год. Все знают, что этот год был год Александра Сергеевича Пушкина. У него был такой значимый юбилей. И мы принимали, несколько человек принимали участие в международном конкурсе, который объявлялся. Там несколько номинаций было. И я тоже решилась, думаю, ну, напишу стихотворение о нем, об Александре Сергеевиче. И потом решила себя проявить в номинации «Читаем Пушкина». И записали мы на видеоролик, отправили стихотворение, которое называется «Романс». Ну, в общем, отправили, и когда шли подведение итогов, выяснилось, что я вошла в коалицию победителей этого конкурса. Да, то есть там было очень много людей, около 1500 заявок. Конечно, да, на международный различные номинации, конкурс. да. И победителей было человек 50. Но одно то, что я вошла в эту коалицию, это, ну, для меня это Да, очень это весомое неожиданно, достижение. такая приятная новость, да, достижение такое. Ну и еще было одно такое достижение, тоже приятное. Опять же, Ирина Деева нашла конкурс, который объявлялся в начале года. Это было вообще такое событие. Она мне пишет: Катюша, нужно написать стихотворение, показывает фотографии. На фотографии изображен снег, зимняя сказка, зимний лес изображен. Снег, деревья все в снегу, и по этому снегу шагает рыжий кот с зеленым шарфом на шее. И вот нужно это все обрисовать в стихотворении. Ну, кто-то в стихотворении, кто-то в песне, мы в основном в стихах писали. А мне пришло это сообщение, когда я ехала в поезде, я возвращалась домой. И, в общем, она говорит: спрашивайте, в какой срок? Да вот сейчас надо писать уже, времени немного. Но я думаю, ну ладно, попробую себя. Написала стихотворение. И тоже это был международный конкурс, участников было, по всей видимости, много, потому что сначала говорили вот сейчас уже скоро-скоро, а потом, выясняется, еще ждали там, пока там подведение итогов, долго они там все собирали, подводили. Но в номинации «Начинающий поэт» я заняла 3-е место. Ну, молодец. С чем мы тебя и поздравляем. 3-е место. Тоже весьма весомый результат. Катерина, еще хочу тебе задать такой вопрос. Как ты справляешься со стрессом? В любой стрессовой ситуации. Как ты ведешь себя? Что ты предпринимаешь? Ну, в первую очередь у меня почему-то такая привычка анализировать возникновение стресса. Почему появилась та или иная ситуация, которая вогнала меня в стресс. Долго рефлексировать по этому поводу я не хочу, не люблю. Мне не нравится это все дело. Во-первых, истощает нервную систему, духовное состояние, поэтому надо как-то быстрее выходить. Ну, я стараюсь общаться с людьми в это время побольше. И, конечно, это может вылиться в определенные строки, они могут быть и печальные, могут быть и различные. Но вот слушаю музыку, общаюсь с людьми, а еще меня помогает сон. Я, если уж совсем понимаю, что ничего мне сейчас не поможет, я просто ложусь и сплю. И отпускаешь ситуацию. Отпускаю, да, и все, я сплю, думаю, все, сколько просплюсь, вот, а там уже все равно легче, как вот в той сказке «Утро вечера мудренее». Да, не зря же это для говорят. Кати Народная мудрость. Да. Утро вечера мудреней. Да, для меня вот сон порой вот решение многих таких вот тупиковых ситуаций. Катерина, а ты любишь вообще путешествовать? И куда ты мечтаешь поехать? Я путешествовать люблю, я вообще мобильный человек. И когда мне куда-то предлагают, там, если, я не сижу, не думаю, ой, это же надо там. Иногда бывает, конечно, но вообще я легка на подъем. Так, куда я мечтаю поехать? Ну, наверное, не знаю, ну, может быть, на какое-нибудь море. Курорт, да? Да. Ну, на курорт мы ездим, конечно, в санаторий, посещаем. За границу, да, Кто-нибудь возможно. куда-нибудь, да, куда-нибудь так вот. За пределы любимой родины. Да, хотя родину я, конечно, люблю, но сменить впечатление, обстановка тоже время от времени
полезно, необходимо. Как-то так. А вот был ли у тебя какой-то запоминающийся отпуск, о котором ты можешь вот сейчас рассказать? Может, какое-то событие повлияло на вот этот именно запоминающийся отпуск? Что-то случилось, произошло, что оставило в твоей душе отпечаток? Ну, вообще для меня запоминающееся это было событие, когда в 2019 году я полетела к маме в гости. Мы не виделись уже давно, и для меня это было таким запоминающимся событием, как раз перед всякими этими коронавирусами, пандемией. А потом еще разговаривали, мама говорит: вот, что ты, говорит, приехала бы летом. Я говорю: а летом что? Ну, летом на речку сходили бы. И тут раз, и все случилось то, что случилось. Я говорю: ну как? Она говорит: да, ты все сделала вовремя. Да. Все правильно. А ты вообще любишь обдуманность или спонтанность? Ну, вы знаете, вот у меня нет конкретно вот такого, чтобы я сидела каждый раз, думала или сидела всегда спонтанно. Все зависит от ситуации, от настроения моего в данный момент, здесь и сейчас. Вот бывают моменты, что я думаю: да пусть идет как идет, вот все. Пусть все идет своим пусть, чередом, да? Пусть идет, идет. А иногда сижу, думаю, вдумчиво, оно бывает. Но вообще, наверное, чаще всего, когда я отпускаю ситуацию, оно происходит именно так, как должно произойти. Ну и происходит все правильно. А если начинать думать, а потом перемешивать, перерабатывать, думаю, вот так, а потом получается все как-то. Ну, Да, можно было бы сделать по-другому, но уже сделано, как говорится, что Да, сделано, то да. сделано. Да, действительно. Катерин, а вот как ты считаешь, для тебя именно какая социальная сеть сейчас в приоритете? Какими социальными сетями ты пользуешься и какая в приоритете? Я пользуюсь тем, что попроще. Я человек такой вот, мне сложно переквалифицироваться там. Я пользуюсь WhatsApp в основном. Ну, я знаю, что сейчас очень активно пользуются и Instagram, и Telegram. Есть у меня Telegram, Instagram, правда, нет, но Telegram есть. Но я им пользуюсь так редко, мне не очень удобно его использовать. То есть мне привычнее WhatsApp. Вот. Все спорные моменты все решаем через WhatsApp, да? Ну, в основном, да. В основном, да. Вот получается WhatsApp для тебя. А вот YouTube? YouTube, он хорош, если вот, ну, что-то просмотреть, да. YouTube тоже интересно. Ну, мне предлагают открыть свои странички в YouTube, но я пока еще тоже на это не решаюсь. Хотя... Ну, время покажет, как говорится, все будет. Может, в процессе и захочешь иметь свой канал на YouTube. А как ты думаешь, сможет ли искусственный интеллект заменить простое душевное человеческое общение? Мне кажется, все-таки нет, потому что тот же самый искусственный интеллект закладывает человек. Он же сидит как-то все это анализирует. Сам искусственный интеллект, он, ну, без помощи человека он не интеллект все равно. И общение, человеческое общение, оно несравнимо ни с чем. Даже если это какие-то соцсети, да, мы общаемся, то есть слышать живой голос человека и видеть, и слышать эмоции, переживания, это одно, это вот, ну, бесценно, это вообще несравнимо. А вот искусственный интеллект, он может написать песню, он может нарисовать картину, он все может тебе проанализировать, дать точный ответ. Ну и опять я говорю, что все это делают все равно люди. Если в нем чего-то еще нет, то он может чего-то не точно сказать. Ну да, это все как бы никто не отменял настоящее человеческое общение. Это да. А расскажи, пожалуйста, как начинается и как заканчивается твой вот обычный день? Начинается, во-первых, раскладываю все по полочкам, что запланировано на сегодня. То есть вчера-то я запланировала, но сегодня еще раз начинаю думать. Сегодня у меня это по плану, это по плану. А когда день заканчивается, все свершилось или не свершилось, как прошло, не прошло, я анализирую этот день, и вообще я благодарю Всевышнего и за то, что день начался, за то, что я его
открыла глаза, могу встать, пойти, что-то делать и так далее. И благодарю за то, что завершилось. Хорошо ли, плохо ли, но все это случилось, день прошел. Не зря говорят, да, день прожит не зря. Да, день прожит не зря, и все начнется, завтра будет новый день, будут новые планы, и вот как-то так. Любишь ли ты экспериментировать, применять что-то новое? Да, я люблю экспериментировать, но мне не всегда это как бы легко дается. А в чем проявляется вот этот эксперимент? Может, ты какие-то новые блюда пытаешься приготовить? Новые блюда. Ну, я пытаюсь, но... Экспериментировать в кулинарии. Да, экспериментировать я экспериментировала. Как-то решила сырники приготовить в духовке. Мне даже рецепт какой-то дали. И, в общем, я-то приготовить-то приготовила, но они у меня все успешно сгорели. Эксперимент не удался, да? Да, потому что мне духовка как-то в последнее время плохо работает. Но вообще мне нравится экспериментировать, да, с блюдами. Мне проще, как-то вот сразу видишь результат. Вот, получилось, вкусно, значит, эксперимент удался, невкусно. Значит, будем пробовать еще. Но опять же, я не фанатка вот этих вот экспериментов в блюдах я как-то не... Вот, наверное, со стихами, с какими-то... С творчеством, да? Да. Мне вот проще экспериментировать. Или вот с некоторых пор мне тут предложили... У нас есть передача в нашем клубе, опять же, в творческом, называется «Стихи» на радио «Денчик». И там предложили мне такую вести рубрику «Театр одного актера». Вот мне нравится. Кривляйся, сколько хочешь кривляйся. Во-первых, никто не видит. Это все в аудио записываешь там на все голоса, на все лады. А потом люди удивляются. Все, Катя, одна, вот это да. Вот, поэтому... Очень интересное у тебя занятие. Да, как я смеюсь, говорю, в детстве не докривлялась. Вот оно и все. И в детстве всегда, когда участвовала в постановках кукольного театра, мне всегда давали звонкие роли. Петушок какой-нибудь там, поросят изображать, как они там хрюкают. Ну, в общем, вот как-то так. Да, очень интересно. А какая человеческая черта тебе больше всего нравится в людях? Кто нравится? Человеческая черта. Человеческая черта. Может, это отзывчивость, доброта. Вот что конкретно тебе нравится в людях? Вот сказать, что вот это нравится больше всех и все, мне сложно. Мне нравится... Я очень ценю в людях искренность. Мне очень ценно, когда человек может и ценит дружбу. Значит, честность, открытость, в общем, такой вот. Ну да, весьма такие весомые черты, да? Да. Катерина, еще хочу тебе задать вот такой вопрос. Как ты себя успокаиваешь, если тебя вот что-то прям раздражает? Как ты стараешься себя успокоить? Вот что-то у тебя не получается, да, допустим, ты пишешь стихотворение, у тебя не получается, тебе начинает это раздражать. Ты откладываешь это дело на потом, или же ты как-то успокаиваешься, берешь себя в руки? Нет, я могу, если писать стихотворение, то я понимаю, приходит понимание, что сейчас еще, подождите, Катя Федотова, подожди, еще, значит, еще что-то не созрело. Конечно, я долгое время пытаюсь подойти и так, и этак. Но если я вижу, что совсем не получается, я просто на какое-то время откладываю, но потом, опять же откладываю интересно, вроде откладываю, в то же время все равно хожу об этом думаю, занимаюсь чем-то другим, хожу об этом думаю. Но мысли не отпускают. Мысли не отпускают, да, и все равно я добиваюсь того, чего хочу, все равно. Вот, хочу сделать, значит. То есть ты поставила цель, ты упорно к этой цели двигаешься, да? Да, я стараюсь. Преодолевая все трудности, неприятности. Если уж совсем не получается, то тогда, что сделаешь? Всякое бывает. А как ты находишь язык с незнакомыми людьми? Общий язык вот с незнакомым человеком. Ты с ним разговариваешь или ты сдержанно себя ведешь? Вообще, если я вдруг по каким-то причинам попала в компанию, где есть люди незнакомые, да, я сначала
присматриваюсь к людям, прислушиваюсь к тому, о чем люди говорят. И тогда уже начинаю вклиниваться в разговор или не вклиниваться. Все зависит от того, близки мне темы, не близки. Ну и все равно чувствуется по отношению людей, как они относятся к моему присутствию. И поэтому вот с кем-то легко удается общаться, сразу раз и общаешься. Некоторые вот всяко бывает. Ну да, здесь тоже все зависит от людей. Не все так просто, как кажется. А вот скажи, пожалуйста, как часто у тебя бывают, вот, допустим, смешные какие-то моменты в жизни, о которых ты вспомнишь, и эти моменты вызывают улыбку на твоем лице? Какие-то курьезные смешные моменты. Курьезные, смешные. Даже не знаю насчет курьезного. Просто я помню такой момент, когда не ждешь вот чего-то, а оно оказывается вот как раз таки то, чего не ждешь, что и случилось. Такой хороший, радостный момент был такой. А курьезные, смешные. Я сейчас даже не вспомню, пыталась об этом думать, что ничего в голову не приходит такого. Но вот такие моменты, они бывают часто, да, что вызывают у тебя, допустим, улыбку. Ты вспомнила, что этот случай произошел, грубо говоря, из твоей жизни, и ты просто улыбнулась. Ну, бывает, конечно, просто, может быть, я на них так, не то чтобы внимания не обращаю, но улыбаюсь. А что чаще всего вызывает у тебя ностальгию? Ностальгия. Если я нахожусь вдалеке от своего дома, это у меня вызывает. И есть ряд причин, которые способствуют тому, что начинаешь сравнивать, а вот дома так, а вот дома так. Ну, это обычный, да, такой сравнительный эффект. Да, и сразу начинаешь скучать по родному дому. Да, поэтому был у меня такой момент недавно, я оценила свою родину, свой Казахстан. Я знала, что я люблю свой край, но когда находилась вдалеке, это как-то я поняла, насколько, да? Да, это особо чувствуется. А как часто ты прислушиваешься к мнению окружающих тебя людей? И прислушиваешься ли к советам? Я слушаю, да, я прислушиваюсь, но делаю все равно по-своему. Делаешь так, как удобно и выгодно тебе, да? То есть, если я понимаю, что мне нужно сделать вот именно так, это моя интуиция что-то мне подсказывает, что вот нужно сделать именно так, то говорите мне хоть 50 раз говорите. Я послушаю, головой покиваю, а сделаю все равно по-своему. Вот. А какие вещи вот создают для тебя комфорт? Ах, вещи. Не знаю, я даже... вообще, вся жизнь — это комфорт. Это вообще здорово, что мы живем, я конкретно живу. Я рада, что живу на этом свете, потому что в каждом моменте можно найти что-то такое хорошее, замечательное. Но если говорить о вещах, моя квартира мне дает комфорт, мой дом. Общение с близкими людьми, с теми, кто мне дорог, тоже мне дают комфорт. В общем, такие вот, не знаю, наверное, абстрактно выражаюсь, но вот как-то так. А веришь ли ты, что у тебя существует какая-то определенная своя миссия? Вот как говорят, человек пришел с определенной миссией, да, вот родился на этой земле, живет, и у него своя определенная миссия. Ты веришь в это понятие, что у тебя тоже есть какая-то определенная миссия? Определенная миссия у меня есть однозначно. Я в это верю, в принципе. Потому что, То есть для тебя это не чуждо, ты с этим соглашаешься, да, что все-таки не зря мы родились, и у нас у всех определенная миссия. Да, для чего-то здесь я есть, значит что-то я должна сделать, какую-то миссию, да. А какой тип людей, Катерина, тебе больше всего нравится? Вы имеете в виду темперамент? Да. С людьми, которыми тебе комфортно, скажем так, находиться в одной среде. Если говорить о
Ну, наверное, с теми, кто близок мне по темпераменту, я человек более спокойный, конечно, хотя кто-то может думать иначе, но, не знаю, со спокойными людьми, открытыми, честными, ну, вот как-то, не знаю даже, как это все объяснить. Оно на уровне интуитивно чувствуется, что вот с этим человеком некомфортно, с этим нет, хотя человек может быть вообще далек от моего темперамента, он может быть какой-то там другой, а с ним комфортно, а с другим может быть... Ну да, в процессе общения мы, конечно, даже все понимаем, с какими людьми Мне нам комфортнее находиться. Как-то вот однозначно сказать мне сложно, вот, что вот именно с этим некомфортно, а с этим... Екатерина, не могу тебе не задать такой вопрос. Как ты считаешь, где первоочередно нужно развивать инклюзивную среду? Именно инклюзивную. Безбарьерную инклюзивную среду в первую очередь. Вот для тебя, как ты считаешь? Ну, не знаю, может быть, в образовании, чтобы дети, обычные дети, могли знать и понимать, что есть и другие дети, но в то же время и создавать условия для всех категорий граждан, которые учатся, чтобы всем было легко. Ну, я думаю, что в образовании важно создавать инклюзивную среду. Ну вот в творчестве тоже, в принципе, вот Оксана рассказывала про танцы, да, это тоже интересный опыт, интересный. Да, достаточно таки интересный. Да, поэтому... Поэтому в любом случае инклюзивную среду развивать нужно. Необходимо. Да. Да, Екатерина, спасибо огромное за твое участие в подкасте, за твою искренность, доброжелательность, тактичность, позитивную энергетику. Спасибо за хорошее и интересное интервью. До новых встреч! Спасибо вам, что пригласили. Очень приятно было пообщаться. Если нужно будет, то обращайтесь. Спасибо.